Перед покупкой жилья всегда встает вопрос: новостройка или квартира на вторичном рынке. Выбор усложняется и ценой. Она в обоих типах квартир не сильно отличается. Больше на стоимость влияет район и ремонт жилья. Подробности у Кристины Якуповой. Ранее Татьяна с мужем жили с родителями в крупнопанельной пятиэтажке. Молодая семья вступила в долевое строительство и приобрела квартиру в строящемся доме. Обрадовавшись быстрому возведению, заселились. Не тут-то было, как говорится, переехали, но это невозможно. Буквально через месяц на потолках, во-первых, трещины уже какие-то пошли неизвестные. Вообще простоит оно или обрушится этот дом, жить страшно. Слышимость, грубо говоря, как будто стены из гипсокартона сделаны. В связи вот с такой ситуацией, естественно, планируем эту квартиру сейчас продать и какого-то более надежного застройщика найти, чтобы уже хорошую квартиру, может быть, конечно, немного подороже купить, но заехать уже и жить нормально. На сегодняшний день в республике идут работы на более чем 100 объектах долевого строительства. По словам специалистов, чтобы у жильцов новостроек в будущем не было проблем, решать их надо и еще на этапе подготовки при разработке проекта дома. Проблема в многоэтажных домах существует, и надо начинать именно с изменения проекта, то есть пересмотреть варианты устройства тепловой защиты, да, увеличение ее именно. Когда мы делали вот экспертизу, да, потом ты когда рассчитываешь в программе, то уже видно, что начиная от проекта уже закладываются ошибки, то есть они не учитываются. Все это может привести к ухудшению качества жилья. Однако на его цену это влияет незначительно. Ведь со всеми проблемами жильцы столкнутся лишь заселившись. Впрочем, и на рынке вторичной недвижимости хватает своих минусов. В итоге каждый покупатель делает свой выбор. Зависит от того, что хочет клиент, да? То есть многие хотят вот взять на первичном рынке квартиру с черновой отделкой, чтобы именно под себя, под свой вкус. Ну и, соответственно, чтобы немножко сэкономить, потому что цены на первичное жилье ниже. А на вторичном рынке берут люди, которым необходимо заселиться здесь и сейчас. Да. Плюсы приобретения вторичного жилья, состояние здания и самой квартиры легко оценить еще до покупки. Можно найти жилье в любом районе города. Ну а к минусам можно отнести износ дома, сантехники и проводки. Также есть определенные риски, связанные с юридической чистотой квартиры. Рассматривая участие в долевом строительстве нового дома, плюсами можно назвать цену, большую площадь, соответствующую современным требованиям, новые коммуникации и быстрое оформление документов. А главный недостаток – риск покупки долгостроя. Строительство объектов, жилых, например, зданий можно определить по обращению, да, наших граждан, которые вселились в новые дома. Можно сказать, что по объему количество обращений по качеству в год порядка 20-30. И, конечно, жалобы поступают не по всем застройщикам, да, по определенным. Есть такие застройщики, по которым вообще нет жалоб. Покупка квартиры – одно из важнейших событий в жизни каждой семьи. О новом красивом доме с уютной и облагороженной территорией мечтает каждый покупатель. Но, к сожалению, зачастую все зависит от совести застройщика и подрядчика. На рекламных фотографиях все выглядит очень красиво. Благоустроенный двор, новые дома, развитая инфраструктура. Огромные микрорайоны возводят очень быстро. Строители о качестве работ при такой скорости часто забывают. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск.